Вот, у нас, друзья, сезон минтая. Сезон минтая начался. Сергей Иванович не поленился. Поймал вот столько минтая. Все так румяненько. Сливочное масло. Вот так, друзья, выглядит эта вкусняшка уже после... Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне собрались. И хочу я приготовить сегодня рыбу минтай в духовке. Я начну, а Сергей присоединяется. Да. Я, друзья, присоединюсь. Маша пускай начинает. Вот она начинает уже как бы... Минтай у нас уже вымыт. Разделан, вымыт. И вот такие. Ну, минтай у нас средненький такой минтай. Не крупный. И вот она для маринада вот взяла такую миску побольше. Ну и как говорится, специалист наш тоже он пришел. Это у него уже по традиции начал при каждой съемке сюда приходить. Интересный такой момент. Вот у нас, друзья, сезон минтая. Сезон минтая начался. Сергей Иванович не поленился. Поймал вот столько минтая. Он столько минтая поймал. Нормально так. Ну-ка, покажи, Маша. Во. Так, у нас где-то 4 штуки, наверное, меньше даже среднего. Меньше среднего минтая. Во. Сейчас немножко покажу, что из приправ будет Маша класть сюда. Чем будет мариновать. Тьфу, малышка там. О. Рыба все так и скажи, да, малыш? Рыба, а не хухры-мухры. Так, говори, Маша, что ты там кладешь? Так, сначала я кладу, значит, соль. Соль, 1,5 ложки соли. Потом немного перца. Ну, перец черный молотый. Так, ложки положу. Так, сначала приправа для рыбы. Ну, можно и травы разные, но я... Есть готовая приправа для рыбы. Зачем что-то придумывать? Это очень вкусная приправа. Дает такой аромат очень. Чеснок сушеный. Готовый уже. Где-то сколько? 1,5 ложки тоже, Тоже да? 1,5 ложки положу чеснока. Так. И добавлю еще чайную ложку паприки. Угу. Посыпаем паприкой. И в конец наливаю я потом масло растительное. Вот. И потом это я так размешаю. Руками, наверное, Маша лучше будет. Не буду пачкать руки. Руками равномерно получится соль. Это да, также равномерно все получается. Так, вон как все хорошо. Ложкой также размешалось. Так, и потом оставляю на 30 минут. Пусть промариновывается у меня эти рыбки. Все понятно. А пока рыба у нас, друзья, маринуется, ну, так сказать, маринуется, скажем, говорим, что маринуется, ну так, просто приправа ее обработали, да, пускай там томится. Маша режет лук. Вот. Это пойдет у нас как в качестве подушки для рыбы. Вот. И так будет. Вот, полукольцем она нарезала. Потом еще пальчиками там покрошить немножко. Скорее всего, наверное, вторую луковицу эту тоже надо будет порезать. Потому что
Лук потом он еще и он размягчится, и вместе с рыбой тоже очень вкусно будет. Так, включаем духовку на 180 градусов. Так-то, друзья, это давно уже надо было включить. Пускай вот, пока там лук бы резали, духовка бы уже нагрелась. Вот. Пока, друзья, у нас греется духовочка, там почти она уже нагрелась, можно сказать. Сейчас Маша это все на противень вместе с приправами там уже выложит нашу рыбу, наш минтай. Надеюсь, еще влезет. Влезет. Все влезает, все хорошенько. Но жаль, что у нас противень не очень глубокий. Надо, потому что нам еще надо укрыть фольгой, ну или пергаментной бумагой. Частно, у нас фольга будет, потому что под рукой фольга оказалась. Пергаментной бумаги в доме не оказалось на сей раз. Вот. О, Маша с минтаем. Маша с минтаем. Должно получиться вкусно. Так сказать, до духовки так выглядит наше блюдо. Луковая подушка, рыба с приправами, Маша красавица и духовка нагрелась. Уже все. Сейчас быстренько укроем фольгой. Так, фольгой укрыли. И на полчаса я сую в духовку. А теперь займемся картошкой. Будем нажаривать на сковороде картошку. Сейчас уточню такой момент. У нас есть отварная картошка, друзья, уже отваренная в соленой воде. И просто это мы будем обжаривать на сливочном масле. Это такой гарнирчик будет к нашей рыбе. Все правильно? Давайте. Вот так. Там хитростей нету совсем. Уже отварная картошка без мундира. Вот такая картошка у нас уже в кастрюльке. Маша там уже растапливает сливочное масло в сковородке и немножко растительного масла, потому что чисто сливочное масло у нас все равно пригорать будет. Вот. И вот уже эта картошка уже готовая, можно и так кушать, но мы немножечко пожарим. Пожарим в сливочном масле с укропчиком. После уже потом все вкусненько будет. Так, кладем картошку и будем обжаривать с обеих сторон, до румяной. Такая картошка очень вкусная. Нам, Сережа, это нравится. Иногда мы делаем так, просто картошку, на сливочном масле. Вон уже такие румяные. Еще немножко нужно подрумянить. Наша картошечка готова, друзья.
Вон как шкварчит. Все так румяненько. Сливочное масло придает такой вкус, картошка будет придавать вообще. Для картошки еще немножко для посыпки режем вот такой у нас замороженный укроп. Помните, вот мы хранили так, пакетик заворачиваем и свежий вон такой укроп. Он как бы свежий, совсем свежий. Сейчас быстренько ты, Маша, сразу на картошку. Ну вот. Это уже готовый вариант. Все. Ну, у нас время подошло. Держали, друзья, 40 минут. Не полчаса, а 40 минут. Вот. Сейчас будем открывать. И покажем. Сейчас фольгу снимем. Что там у нас? О, стулу жару, друзья. Запах приятный. Вот такой аромат идет. Прям, вот это да. Вкусный там сок снизу появился на луковой подушке. Вообще замечательно. Ну, Маша суперски выглядит, как и, впрочем, всегда. Вот так, друзья, выглядит эта вкусняшка уже после духовки. Очень вкусно. Пахнет замечательно. Ну а теперь Маша приготовит стол, и мы будем обедать. Этой замечательной рыбой. Там картошка, а здесь рыба. Маша знает, что я люблю хвостики. Замечательно, друзья, замечательно. О, такой хвостик. Сейчас еще подливай, потом немножко там соком польет, Маша. Это ли не замечательно, друзья? Вот смотрите, сколько там сока. Собственным соком, это сок такой образовался во время тушения, так сказать. Аромат, друзья, ну невероятный. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну что, друзья, пробуем в нашей месте. Я сначала сразу рыбу. Ну, думаю, рыба приготовилась, это однозначно, конечно. Ну-ка. Вкусно. Приготовилась рыба. И вкусно. Ой. У меня живот сразу как бы так аппетитненько зазвучал, что да. Использовали приправы для рыбы. Ну и паприку там еще, перец. Очень вкусно. Горячая рыба. С домашней картошечкой. Вот так картошечку немножко отламливаешь, кусочек. И вон в этом собственном соку, вот там напротив него сок есть, да? И хлебушка еще. Маша, тюкни мне хлебушка, пожалуйста, вот именно туда, в сок. Кусочек, немножко. О, вот сюда. Ой, вот так. Прямо в этот сок хлебушка. Тюкай. Друзья, прелесть. Сказка. Пускай это, скажем, что минта это, ну,
Бюджетная рыба, но это замечательная вещь. Вообще, прелесть. Приправами вкусно. Мне понравилось. У нас еще другой способ есть минтая пожарить. Это обычный сметане. Ой, друзья, так вкусно. Наверное, немножко отвлекусь. Сметане, да? Ну это как в старину делали бабушки Да, в молоке. обычно тоже жарим и в сметане. Но в сметане жарим на сковороде. Такая большая сковорода, сметана. Можно тут тоже там лук, если что, не надо. Но лук туда мы не кладем, потому что я лук не очень. В этом блюде лук придает сок такой. Сок вкус дает, но сам лук я не ем. Маша любит лук. Я сок от лука вот я ем, тюкаю, макаю хлебушек. А так сам лук я не ем. Ну, это на любителя. Никто, наверное, у каждого свой вкус. Вот Маше нравится лук. В любом виде она любит лук. Я только в котлетах люблю. Вот. Вот такой у нас обед, друзья. На улице вообще погода исключительно хорошая. 8 градусов. Такой небольшой снежок идет. Ветра как такого сильного вообще нету. Деревья как будто в сказке. Вот сейчас посмотрите такой фрагмент. Посмотрите, как выглядят наши деревья вот, на улице. Очень красиво. А мы продолжаем обедать, друзья. У нас сегодня еще обед, так называемый, это не ужин. Мы вот не очень-то, обед, значит, должно быть первое, второе, третье. Мы так не соблюдаем правила, что ли, это, да. Обед, значит, что-нибудь покушать. А что там будет, я могу и за ужином суп покушать. Да. На завтрак, конечно, предпочитаем там каши и еще что-то, но суп не едим. А на ужин я могу прекрасно съесть тарелку супа, часиков 6-5. А на обед что будет? Или наоборот, без разницы. Вот. В данном случае горячая с пылу с жару рыба минтай, жареная вот таким, приготовленная вот таким способом. Я все. Не могу сдержаться, все ем. Так что советую приготовить тоже. Я тоже тебе 1000 лайков поставлю за такую вкусняшку. Большое спасибо, как уже всегда говорил Маша. Вот так. Так что делайте как мы, делайте лучше нас. Вкусно получилось. Ну, на этом все. Будем заканчивать наше видео такое. Опять что-нибудь вот показал, вот там на стриме Фанис Кабиров говорил, что-нибудь из картошки приготовьте, вот вам картошка, Фанис, вот вам рыба. Все замечательно. Все очень вкусно. Все. Всем пока, друзья. Готовьте, как мы, готовьте лучше нас, готовьте вместе с нами. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов, друзья.